Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Знаменитый индеец Чингачгук посетил Северную Осетию. Югославский актер Гойко Митич свой визит ни к чему не приурочил. Республику вождь краснокожих посетил по приглашению нашего земляка, каскадера Эльбруса Уртаева. 8-я Бесланская школа признана самым пожаробезопасным объектом образования в Северной Осетии. Ученики доказали, что в случае пожара за несколько минут организованно смогут покинуть горящее здание. Титулованные борцы из США для обмена опытом приехали в Северную Осетию. Сейчас наравне с осетинскими спортсменами они готовятся к открытому турниру по вольной борьбе имени Юрия Гусова. Эти и другие темы далее подробно. Знаменитый Чингачгук спустя 44 года вновь приехал на Кавказ. В этот раз знаменитый югославский киноактер, режиссер и каскадер Гойко Митич посетил Владикавказ. На осетинскую землю он попал благодаря своему другу, каскадеру Эльбрусу Уртаеву. С Эльбрусом Уртаевым югославский актер познакомился на съемках фильма в Южной Африке. Тогда и завязались теплые дружеские отношения. На сегодняшний день у Гойко Митича нет проектов с Россией, но он готов придумать что-нибудь интересное вместе с каскадером Уртаевым. Он здесь родился. И он стал, стал каскадером. И такие трюки делает. И он сейчас работает, живет в Южной Африке. Правильно? И мы там познакомились, у меня была такая картина, мы снимались в прошлом году в Южной Африке. И вот я так удивлялся, как это возможно. Откуда он, да. После короткой беседы с журналистами актер посетил город Ангелов. Несколько дней Гойко Митич будет общаться с поклонниками и познакомиться с достопримечательностями Северной Осетии. Залина Губурова, Цамас Кочиев, Евгений Маркин, Осетия ТВ. 8-я Бесланская школа признана самым пожаробезопасным объектом образования в Северной Осетии. Ученики доказали, что в случае возгорания смогут организованно покинуть здание. Во время тренировки на это им понадобилось всего 3 минуты. В школе, по словам сотрудников МЧС, соблюдены все правила, а значит, пребывание детей здесь можно считать безопасным. Все вопросы, которые касаются пожаробезопасности, решаются незамедлительно, вне зависимости от того, есть ли финансовое обеспечение или нет, мы находим выходы, потому что эту работу считаем очень важной для нас. И при поддержке Министерства образования нашей республики, которая является учредителем данной школы, максимум усилий прилагаем для того, чтобы школа стала таким пожаробезопасным объектом. Учебная эвакуация – один из критериев, без которого стать пожаробезопасным объектом образования не получится. Однако, чтобы получить почетный титул, школа должна отвечать еще ряду требований. Соответствие им проверяют сотрудники МЧС. В обеспечении безопасности мелочей не бывает. Внимание сотрудников пожарного надзора обращено буквально на все, от путей эвакуации до огнетушителей. Последних в школе более 100. Все они пронумерованы, зарегистрированы и находятся в исправном состоянии. Суть этого конкурса в определении наибольшего количества противопожарных мероприятий, которые выполнены на объекте. В данном случае школа номер 8 показала хороший результат. Данная школа имеет полный комплекс систем безопасности противопожарной. Это наличие автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей при пожарах, наличие первичных средств, соответствие требованиям, предъявляемым путям эвакуации, эвакуационным выходам. Конкурс на соблюдение мер пожарной безопасности среди образовательных учреждений в республике проходит уже в 4-й раз. Уровень участников за это время заметно вырос, однако слабые места по-прежнему остаются. Над их устранением, говорят инспекторы, поработать еще придется. Яна Гайгиева, Ирина Санакоева, Алан Кайтуков, Осетия ТВ. Сложные вопросы, быстрые ответы и дух соперничества – все только на остинском языке. Школьники соревнуются в знании творчества Костахи Тагурова. Ежегодная интеллектуальная игра «Жондабита» проводится уже в 15-й раз. Но сегодня здесь ребята не только из Северной Осетии. К юбилею великого поэта на брейн-ринг во Владикавказ приехали и гости из других республик. Сегодня у нас очень почетные гости из Карачаева-Черкесии.
Лаба, где Костя Иванович считал Лаба как бы второй родиной, потому что до последнего дня он жил там. И оттуда к нам приехали очень хорошие дети, которые тоже будут наравне с нашими детьми состязаться, и дети из Южной Осетии. Участники каждой из 9 команд прошли тщательный отбор. Сначала состязания в школе, затем занятия с профессорами-филологами. И, наконец, ребята в северо-осетинской столице. Здесь они демонстрируют не только свои знания, но и таланты. Каждая команда заранее получила домашнее задание. В основном это сценки из произведений Коста и песни на его стихотворения. Во Дворце детского творчества также открылась выставка, посвященная юбилею писателя. Рисунки, портреты и различные подделки – все это сделано руками детей. Тамила Хамицаева, Вадим Джоев, Осетия ТВ. Несмотря на сложную дипломатическую ситуацию и взаимоотношения двух держав, спорт находится вне политики. Во Владикавказ приехали члены сборной Америки по вольной борьбе. Нет политики, потому что, во-первых, было раньше FILA Organization, да? FILA, Федерация интернациональной борьбы, Lucha. Сейчас это называется, поменяли название, сейчас это называется United Wrestling, в переводе «Объединенная борьба». Это наша страна. У нас новая страна, новое государство со своим правительством. Тренировка проходила по плановому режиму. Титулованные спортсмены проделали далекий путь, чтобы обменяться опытом со своими российскими товарищами. Американцы уже не первый раз приезжают в Северную Осетию. На этот раз во Владикавказ приехали девушки, многократные чемпионки своей страны по этому виду спорта. Приезд сборной США сегодня в Северную Осетию — это как раз таки такой мостик, который поможет многим американцам, конечно же, с уст ребят, которые приехали сюда, узнать о нашей стране больше. Северная Осетия очень достойно представляет Россию как регион борцовский и, в принципе, туристический. Они посмотрели очень много мест здесь, здесь очень все нравится, особенно традиции. Американские спортсмены по достоинству оценили осетинскую школу борьбы. Тяжелые физические упражнения никого не смущают. Девушки сборной США сегодня тренировались наравне с мужчинами. Мы слышали до этого, что Остинская школа борьбы – одна из лучших в мире, что люди на самом деле вовлечены в свое дело. Это действительно здорово, так как в моем городе, Мэриленде, борьба не такой популярный вид спорта. Приехать сюда и приобрести опыт – это действительно удивительно. Помимо тренировок, у спортсменов из Америки было время увидеть Осетию, ознакомиться с традициями и попробовать местную кухню. Красиво, свежий воздух, замечательные горы. Это отличное место. Я люблю Осетию. Кроме тренировок, ребята из США вместе с осетинскими спортсменами готовятся к открытому турниру по вольной борьбе среди юниоров имени Юрия Гусова. Он пройдет во Владикавказе 17 и 18 октября. Елена Гаглоева, Артем Балатаев, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. 9 очков в 9 матчах ПФЛ. Пару лет назад в такое положение дел Алании никто бы не поверил. Сегодня бедам клуба не видно конца. В очередном 10-м туре Алания излишне гостеприимно приняла махачкалинский Анжи-2. В начале второго тайма зазевавшийся защитник упустил Тагира Мусалова, подкараулившего отскок 0-1. Сразу после этого наша команда стала действовать чуть более агрессивно и создала несколько очень опасных моментов. Сперва мяч прошел в притирку со штангой. После плотного удара нападающего Алании вратарь Анжи с трудом перевел мяч на угловой. На этом запал хозяев иссяк. На 74-й минуте удаление заработал защитник барсов Олег Сакати. Вторая команда Дагестана тут же воспользовалась оголившейся зоной. Очередной мяч в ворота Азамата Тамаева не заставил себя долго ждать. 0-2, и количество очков у Алании осталось прежним. Главный тренер Артур Пагаев на пресс-конференцию не явился. К сожалению, у нас повторяется уже из игры в игру одна и та же проблема. Не знаю, почему это происходит. И, все домашние игры мы начинаем очень плохо. Почему-то это уже с начала сезона такая закономерность у нас. Вот если проанализировать все игры, мы смотрим тоже, анализируем игры, все домашние игры начинают. Да я даже не могу отметить так. Мы не можем даже отметить, какую игру мы вот начали и довели до логического завершения.